Добрый день, глядачі сайту НН.Бай. Сёння у нас будзе просты эфір з Кастрычніцкай плошчы, дзе адбываецца чарговая акцыя прадпрымальніку. Дробныя гандляры зноў пратэстуюць выступаюць за адмену указа 222 сертыфікацыі тавараў. На плошчы ўжо сабралася можа сотня чалавек. У адрозненне ад мінулага разу ўпершыню лунае чырвона-белы сцяг. Люди паціху збіраюцца, яшчэ ніякай актыўнасці не адбываецца. Палітыкі пакуль што знаходзяцца каля адміністрацыі прэзідэнта, дзе збіраюцца перадаць зварот ад імя прадпрымальніку. Мінулы раз на акцыю тыдзень таму прыйшло каля 800 чалавек. Сёння, напэўна, можа было б сабралася болей, але пакуль што дастаткова кепскае надвор'е і, можа быць, яно спалохае частку прадпрымальнікаў. Ну, паглядзім праз нейкі час. Трэба адзначыць, што ў мінулы раз о 12-й гадзіне яшчэ было не вельмі шмат людзей. Яны пачалі падыходзіць, можа, праз хвілін 20-30 пасля пачатку акцыі. І тады плошча стала напаўняцца людзьмі. З чырвона-белым сцягам актывістка апазіцыі Ніна Багінская. Яна ўжо неаднакроць вядомая сваімі выхадамі з чырвона-белым сцягам на вуліцы Мінску. Апошні раз это, напрыклад, было ў навагоднюю ноч, калі яна прайшлася па ўсяму цэнтру з чырвона-белым сцягам. Моладзь фотаграфуецца з Нінай Багінскай. В Европе свой кусочек жизни каждый имеет. Почему у нас так все трудно человеку заработать? Я творчеством занимаюсь, да? Я делаю так, чтобы люди чему-то от меня учились. Вот я Павел Правда. Вот в Беларуси я рэпом занимаюсь, да. На руках. Очень интересный репортаж будет. Это вот семья с Борисова, да? Это с Борисова, с детьми. Добрый день. А можно вас записать? Ну тут сказали, что вельми цікаві люди, так сказать. Вы с Борисова, да, приехали? Да, мы с Борисова. А вот скажите, что вы сюда приехали с детьми, тем больше? Ну, хотим. Хотелось бы какой-то справедливости. Хотим жить достойно, одевать детей, кормить. И всего лишь. Работать хотим в хороших условиях. Як ви ще не торгуєте після Нового року? Всі торгуються? Нет. Ні? І які ввогуле ситуації там на ринку Борисові? В Борисове люди возмущаются, покупатели, потому что закрыты рынки.
Люди злые, у них нет денег, ни у кого нет денег. Вот. То есть ситуация критическая, на мой взгляд. Это неправильно. А як ви думаєте, хто-то прислухається до ваших потребувань? Будем надеяться. Будем Люди надеяться. есть в этом мире, честно скажу. И они прислушаются. Настоящие люди прислушаются. Когда человек из души и реально мнение говорит для людей, не для своего, чтобы там себе что-то лучше, а для людей. И нормальный человек всегда прислушается, понимаете? Я еще раз повторяюсь, будьте людьми. Будьте, дайте людям жизни. Я хоть 21 лет, мне есть очень много в душе. И знаете, и вот этой грязи, которая у меня накопилась, и она хочется выплеснуть. Я не боюсь выплескивать, я плохого ничего не сказал. Я говорю по фактам. Вот, детки, ради кого мы живем, понимаете? Вот ради кого надо жить, чтобы Беларусь процветала. Давайте стремиться к тому, чтобы Беларусь процветала, и все в мире говорили, вот центр Европы, смотрите, какая классная страна. Давайте делать так, пожалуйста. Всего лишь хотим мира, и чтобы уважали людской труд, людей уважали. Вот хотим мы вот это, понимаете? Нам большего не надо. Спасибо большое. Позднее. Человека, у которых мозги никак не встретятся с головой. Они думают, что у них все документы есть. Понимаете? А если придет проверка, то она обязательно что-нибудь нароет. Обязательно. Вы же знаете, проверяющие найдут что. А они думают, что они хитрее всех. Вот они работают. А основная масса не работает. Еще вам что-нибудь рассказать? На каком рынке вы работаете? Ты расскажешь. Новоборисовский рынок. Я еще стишок знаю. Я бы вам рассказала. Расскажите стишок. Какой? Ну вы сказали, стишок знаете. Да, знаю. Ну, такие какие-нибудь стихотворения там. Приличные, про елочку. Понимаете? А неприличные я не рассказываю, так как я педагог. По образованию я педагог. Поэтому у меня хорошо поставленный голос. Вы давно працуете предпринимателем? 15 лет. 15 лет. А сейчас мы глубоко в анусе. Все предприниматели. Вы же, надеюсь, понимаете, что это такое? Так, а вы в А у меня дома семья, 4 кошки, собака, 77 лет мама. Муж мой стал ездить в Москву на заработки и спит в вагончике, вместо того, чтобы со мной вместе спать. Понимаете? А я хочу, чтобы мой муж был со мной. Я его очень люблю. Я хочу, чтобы мы вместе за ручку держались, ходили в магазин и тратили наши денежки. А вы приехали в группу? Мы приехали, все, у кого есть голова на плечах, все хотят отстоять свою работу. Людей працягвае павялічвацца колькасць, падыходзіць яшчэ. З'явіліся першыя плакаты, кажуць, зараз мы падыдзем, паглядзім, што там на іх напісана. Вот. Ну, там адмена указа 222, по-моему, першы плакат, які я бачу. Раздаюць газетку, по-моему, АГПшную, которую минулые разы раздавали предпринимальникам. Это что будет? Непригодно. Это ничего, но для нас ничего не значит. Нам нужно как решение нашего правительства. Потому что мы уже не можем столько месяцев сидеть дома. Люди и тоже не все предприниматели, я вам скажу почему. Потому что они просто боятся. Просто людей запугивают. Мы не боимся, потому что нам уже терять нечего. В принципе, хуже нам уже точно не будет. Да. У нас ничего нету. Ни недвижимости, да. У нас нету ни сбережений, ничего. У нас нету в банках счетов, за которые мы могли бы еще полгода сидеть дома. Мы зарабатываем все на кусок хлеба каждый день. Мы утром приходим на работу, вечером идем за эти деньги заработанные, покупаем кусок хлеба. Вот и все. Просто все говорят, что мы должны быть
крупный и малый бизнес в равных. Ну как мы можем быть в равных, если крупный бизнес везет фуру, он ее может сделать сертификат, а я везу 5 штук этого наименования. Объясните, как можно сделать этот сертификат, как можно эти накладные брать, если с нами, с такими партиями даже никто работать не хочет в России. Вот. Мы вот ездили в Кобрин, брали там товар. Там вы видели этот товар? Никто не видел. Я вот хотела его сейчас сюда бы привезти и показать бы, если бы кто-то пришел из нашего правительства. А денут ли они такое? Они даже полы не мыть не будут. Потому что там даже 13-14 год на бирках этикетки утилизированный товар из еврооптов этих всех. Вон, Глория, джинс. Оно все утилизировано, 13-14 год, да. Почему они не хотят выйти со своих кабинетов, пойти туда и посмотреть, что они хотят? Тут ёсць Александр Макаев таксама бачна. Палітыкі ўсё яшчэ не падышлі. Палітыкі, мабыць, знаходзяцца каля адміністрацыі прэзідэнта. Не, вось Анатолий Лябедзька, прынамсі, тут сярод палітыкаў з'явіўся першы. А напэўна, пакуль што людзі чакаюць большай колькасці, каб яшчэ астатнія падышлі на плошчу, а ўжо пасля падыходзяць, можа быць, зноў да прыступак Палаца Рэспублікі. Сілавікі толькі ў цывільным сёння на плошчы, зноў нікога не бачна ў форме, ну і не бачна прадпасылак нейкіх там, каб людзей сёння зноў, не зноў, а каб людзей разганялі. В цэлым людзей пакуль што меней, чым тыдзень таму было. Можа быць, чалавек 300-400, можа нават меней. Добрый день, можно вас записать? Можно записать? Девочку, чего ты меня пихаешь? А куда записать? Наша Нива. А? Эфир идет. А что вы хотели? Ну, расскажите, почему вы приехали сегодня сюда? Ну, хотим работать. Откуда вы? Борисов. Борисова, да? Да. Много, я так гляжу, сегодня с Борисова, в принципе, людей приехало. Людей из Борисова много. Это, не знаю, один из немногих регионов, которые стоят. Относительно стоят, не работают. А что, много людей не стоят все-таки? Нет, регионы стоят все, почти все. Там 10% выхода, это не выход. Все вопросы к Минску. А в Минску я так и минулый раз у них на акции мало людей с Минска было. А зачем им? Они по Леваку стоят, основная масса. Да? Зачем им сюда выходить? Так, а что в Борисове по Леваку стоят? Как это? Во-первых, я хочу работать по закону. Я не хочу бояться, я хочу спокойно выходить на работу, спокойно торговать, общаться с людьми, делать свою работу спокойно, а не как преступник. Почему? Я не могу, у меня такой возможности на данный момент нету. Вот и все. А если говорить, вы знаете, если говорить о равных условиях, например, взять меня, мелкого предпринимателя, у которого лет 2 на 3, и крупного сетевика, и ставить нас в равные условия. Какие равные условия? Вот как-то мы приводили пример. Вот дайте выкопать траншею, и человеку дайте лопату, и точно такую же траншею рядышком. Подгоните экскаватор, дайте одно время и поставьте одну задачу. Разумеется, она не будет выполнена. Это и есть неравные условия. То, что происходит и у нас. Вы давно працуете в предпринимателе? 16 лет. Да.
В свое время я была выброшена за ненужностью. 90-е годы, когда предприятия 3 дня работали в неделю, я с дочкой осталась на руках, надо было выживать. А теперь уже возраст не тот, и я опять за бортом. Что ж за ненужные люди мы такие? Так а коли не отменят 222? Я не знаю, я не знаю. Я правда не знаю. Не знаю. Всего хорошего. Люди знову скаржаться, що сьогодні немного людей з Мінська приїхало, в основному тут предпринимальники з регіону. Анатолій Лебедько починає сьогоднішню акцію з мегафоном. Вот молодцы! Ёсць прапанова перайсці на тое месца, якое мы ўжо аблюбавалі. Пакуль мы будем пераходзіць, я звяртаюся да індывідуальных прадпрымальнікаў. У вас есть мегафон. Коли ласка, вы можете подыходить, говорить про все свои проблемы. Мы пришли только к вам допомогти. Але мы не збираем гэты митинг. Мы только для того, как вам допомогти. Коли ласка, давайте перейдем туди под гэты будинок, яго для гэтага адмыслова побудовали, каб індывідуальныя прадпрымальнікі тут збіраліся. Ну, як ви чули, сьогодні акція знову буде проходити з приступу к Палацу Республіки. Анатолій Лебедько закликав туди, але лідер АГП підкреслив, що ця акція менавіта прадпрымальніку, що яны її ладять, а не політики. Надвор'е сьогодні, звісно, не шепче. Для акції вельми такий от дощ неприємний йде, золь під ногами. Тут от бачите, чистять приступки Палацу Республіки в даний момент. Ну так, вот с приступок Палаца Республики можно оценить, что колькость людей сегодня трошки меньше, чем была тыдень тому. Может быть, человек 400 сегодня находится на акции всего только. Не, меньше. Еще раз добрый день. Скажите, пожалуйста, не бывает. Усталявали стенд. Что я думаю про указ 222 уладу? Ну, покуль що тут є ще чистий аркуш. Ніхто нічого не писав. Але можна прочувати, що тут напишуть предпринимальники. Добрий день. Это только дякуючи тому,
что вы выходите сюда на Костричницкую. Это дякуючи тому, что в Городні 200 ваших коллег индивидуальных предпринимальников вышли в центр города. Это дякуючи тому, что у Витебску, амаль 500 человек пришли до облвиконкама. Это дякуючи тому, что у Гомлі 500 человек пришли до місцевих уладів. Тільки тоді, коли вони будуть бачити, що ви неабиякові, тільки тоді, коли вони будуть бачити, Пришла милиция. Сколько тут? у вас будут перемоги, маленькие и великие. Со мной пообщаться, уважаемый. А зараз Принимаете участие в несанкционированном пикетировании. Потом начинает решать, если... Составлен административный протокол. не бойся! Не бойся! Не бойся! Ганьба! 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 Натовп на это вот, робить натиск таки на милицию. Не дають міліції скласти протоколи на удільників мероприємства. Така штурханіна починається. Покиньте це місце. Ви накеруєте позову, і ми прийдемо по вашій позові. Але на сьогоднішній день, доброзовні міліції, не перешкоджайте людям відстоювати свої позиції. Міліція не здається, все одно спробує скласти протоколи, прорватися до Анатолія Лябедька. Люди відштурховують міліціянтів. Люди живуть на гроші, які ви платите, на ваші податки. Така починається легка заварушка, здається, люди кричать «Ганьба!». Ну так, тут сьогодні люди більш активні, ніж на опозиційних акціях. На опозиційних акціях так, звичайно, не реагують на з'явлення міліції. Я ще раз звертаюся. Це зустріча індивідуальних предпринимальників. Абсолютно мирная. Не скерована ні на які деньги. Я звертаюся до тих, хто послав цих міліціянтів. Люди вельми так відштурховують міліцію. З приступок Палацу Республіки не дають виступати. Ніхто не буде приміняти ніяких гвалт. Ну так, міліції тут пару чоловік, і вони тут супротстоять натовпу не у стані. Але варто відзначити, що ніхто не приміняє ніякої фізичної сили. Усе достатково культурно відбувається. Отчиняем народный сход предпринимальников и народа Беларуси. Начальство керівництва ГУВД, яке присутнічає на площі, забирайте ваших міліціянтів. Міліція все одно спробує прорватися назад. И можете осуществить в законном порядке ваши обвинувачения, коли они у вас будут. Предпринимальники, давайте зробимо перекличку. Городецкая область, есть? Витебская область, есть? Вельми шмат людей з Витебської області. Венская область, есть? Киргизская область, есть? Город Венск, есть? Я запрашиваю наших предпринимальников, у кого будет что сказать народу Беларуси, предпринимальникам, эту використовувати центральну касовку города Ленска, використовувати средства массовой информации, які є Міліція консультує. було слово до народу, до предпринимальників. Нам нема чого бояться.
Нам треба боронити наше право законне на працю. Улады хлопят, что 90% предпринимальников Міліція проконсультувалася з людьми у цивільному, і зараз міліціянти знову йдуть до організатора. центри, у центру Минска, там их вельми шмат. Ось. Тут, видать, таки ланцюг утворився перед виступовцями. Люди взялися за руки і не дають силовикам пройти до організаторів, до тих, хто виступає. Там... Знову міліцію виштурховують. Таке доволі активне супротистояння йде. Павел Северинець закликає встати у ланцюг, не пускати, але от тут ззаду так само міліція підійшла. Я ще, так сказати, підкраплення викликане. Які платять податки в окопних регіонах, ваші податки складають 30%. 30% – це те, що ви платите за ваших Правы не дают, правы берут. Знятая такая великая растяжка. Хто хоче виказати, коли ласка, індивідуальні предпринимальники можуть пройти і сказати. Я тут звернувся до того колеги, і він каже, мені тяжко говорити, тому що третій сказ у мене може бути не вельми правильний. Здається, міліція часово все ж таки одійшла, не бачна її, але це не значить, що вони знову не з'являться. Говорите про ваші проблеми. Не думаю на дворі. Мінське начальство міліцейське з'явилося тут так само. Шмат людей у цивільному. А виступовців окружили таким колом абсолютно. От взяли тут Павел Северинець, Павел Виноградов в этом колі, інші хлопці знаходяться. Не дають міліції підійти до виступовців. Інвалід у однопокоєвій квартирі. То це ганьба. Коли не будують собі котежі, по 4-5%. Але то, що не натворили, це опасність національна людей, які будували цей строй. Я сам Олег Драгонович, предпринимальник у минулом Борисове. Ось ви можете назирати, що тут коло утворилося цілком, замкнулося.
поняття на такий Лукашенко. Його чекають культурні стосунки. Ви можете бачити, що на телеекранах, де не буде бізнесовці, ваші напрости конкуренти, які володіють буйними гандльовими сетками, вони щільно працюють у політики, вони опрацьовують сьогоднішню главу держави. Тому і вам треба більш активно йти у політику, получати ветеранниками виборчої комісії, глядіть людей активності, збирати групи підтримки на будущих виборах. Пакуль што першую такую атаку міліцыі атрымалася адбіць, ну але вот можна там назіраць, што людзі ўсё яшчэ ў цывільным знаходзяцца, не стараюцца, што рабіць. Ну, людзей сапраўды, вот можаце бачыць зараз, што не вельмі шмат. І пасля таго, як мінулы раз ніхто не ўжываў фізічную сілу, не разганяў, можна было чакаць, што сёння людзей з'явіцца болей, але, ну, можа быць, надвор'е сапсавалася, можа быць, нейкія іншыя чыннікі, аднак не так шмат. Чего он должен предъявлять? Почему? Вы как гражданин Республики Беларусь. Усі пси системи, курви! Усі пси системи, курви! Усі пси системи, курви! Уважаемый, предоставьте, пожалуйста, документы, удостоверяющие личность. Ганьба! Ганьба! Ваши действия незаконны. Предъявите, пожалуйста, документы, Ваши удостоверяющие действия вашу законны. личность. Мои действия законны. Як і вся ваша праця. Ви справді дармоєд, отойдите отсюда. Предоставьте, Лезьте в ту пожалуйста, конуру, с документы. которой вы вылезли. По большению. Вы- Я не могу с вами размовлять. Мужчина, представьте, пожалуйста, документы, удостоверяющие личность. Бачите, такая перапалка адбылася паміж Павлом Сергеем, здаецца, гэта, і прадстаўніком сілавых. Боротьбу свої права. Дякую великі, і ми протягнемо нашу трансляцію. Людзі гукаюць «Жыве Беларусь». Дорогие мои, сегодня на море вельми такое приятное, но мы будем, сколько вас будет выслушал, нам потребно поговорить о наших проблемах, не в кулуарах уже, не в закрытых пляцовках, а на открытой пляцовке и звертайтеся и до наших покупников, до наших споживцов, до урада, до всего народа Беларуси. И параллельно мы отбудовываем пляцовку поза межами страха. Бо народ белорусский має сегодня проблемы. Люди натурально копыт людьми власти так само мають право збиратися, коли є проблеми, і розмовлятися за ці проблеми, і виступати в оборону правов і важливих покрившених. Бачите, як тут паміж собою консультуються люди у цивільному, здимають усіх удзельників на камери. Але от колькість удзельників, напевно, вже не павялічвається. Пропанова регионам на сегодняшний день такая, запропонувати отставку чиновників, які пробили своими головными визами антипредпринимательские законы и постановы. Коли площа потримає, ось пропонова регіонів потребувати відставки
керівника влади Кобякова Андрея, міністра економіки Зиновського, начальника Міністерства по податкам і зборам Наливайка. Потребується відставки прем'єр-міністра, міністра економіки Зіновського, а так само міністра по податках і збору Наливайки. Геноцида предпринимальників на Білорусі. Олесь Макаєв називає їх діяння геноцидом предпринимальників у Білорусі. Пропанову гэтую регіону. Заділити, підтримуємо, давайте руки тянем. Отставку гэтых чиновників. Ми потребуємо отставки чиновників Кобякова, Зиновського, Наливайка. Давайте закликаємо наших предпринимальників і тих, хто підтримує порядку предпринимальників, яка зараз не згасає, яка зараз йде на нашу площу. Простым словом, долучайся. Долучайся! 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 Шановна громада, ви бачили, що тут були супрацовники міліції. Вони склали кілька протоколів. Будуть судові процеси. Є до вас пропонова, коли у вас буде можливість, приїдьте у суд і підтримайте цих людей. Це огульна справа. Інформація буде в соціальних сетках, у незалежних масс-медіа. Зараз вельми важно, щоб була солідарність. По-друге, кожен год у Білорусі проходить День болі. Це буде найбільш хвилююча акція, і оргкомітет прийняв рішення, що там будуть не тільки розыгрыши за Беларусь, за незалежность країни, а и социально-экономические. Оргкомитет принял решение, что это будет так само акция солидарности с индивидуальными предпринимателями. Поэтому, пожалуйста, 25 декабря. Это будет... Можно вас записать? Не надо. Допрашивали каждого, писали, потом... Можно вас записать? А что? Ну, интервью. Ну, можно? Вы предпринимальник? Ну да, но я не торгую немножко, ну тоже предпринимальник. Ясно. А чему вы сегодня пришли на акцию? Ну как, поддержать пришел, ну. Ну, а поддержаться не так много пришло людей Ну сегодня. немного, я вижу, то здесь Минска нету вообще. А вы Только не из Минска? Я Не из Минский, я Минска? Минский, да. Тут вообще регионы в основном, я смотрю. Ага. А что так отрымливается, что из Минска мало людей приходит? Ну не знаю почему, ну, наверное... Минску некие особливые умовы, что? Да тут нету особливых, тут тоже много не работает народа. Ага. Больше половины не работает. Понимаешь? Да? А откуда вы? З Гродно, Животовський Юрій Іванович. А расскажите, что, як вы, что, на чем пришли? Сюда- Бачите некие шляхи, что все-таки отменят 222? Сюда пришел потому, что 2 месяца уже не работаю, как и многие в Гродно. Что делать дальше, мы просто не знаем. Последняя надежда осталась на 24 число, когда будет рабочая группа проходить. И на то, что вот за эти 2 дня, сегодня и завтра, наши чиновники, Совмин, МНС как-то скорректируют свои позиции и примут наши предложения. Мы хотим просто работать. Те проекты документов, которые готовит МНС, они не решают наши проблемы никак. Они как бы приняли
наше предложение о том, чтобы в случае проблемы с подтверждением документов с Российской Федерации это не будет являться нашей виной. Но тут же предыдущими пунктами в своем проекте они купировали этот эффект, и получается, что я буду виноват по-любому в случае каких-то неувязок. Поэтому мы хотим, чтобы они наконец-то поняли, что мы работали до Нового года по этому 222 указу, а сейчас мы просто физически не можем. И у них, в принципе, у нас осталось не так много времени. Вот эта рабочая группа 24 числа и время до марта. Потому что дальше уже вопрос стоит очень серьезно, очень серьезно. То, что говорилось о медовых годах, там и все это самое, это совсем не так, потому что многие люди, они работали просто с колес. То, что они зарабатывали, они тратили на налоги, на аренду, на свое проживание. 2 месяца без работы подкосило очень многих людей. И я надеюсь, и я так думаю, и мои все знакомые в Гродно надеются, что у государства хватит понимания этого вопроса, и до 1 марта вопрос будет решен. Затем я бы хотел обратиться к членам рабочей группы, которая работает у нас, чтобы они свои позиции как-то скоординировали и выступали одним фронтом. Потому что порою непонятно, кто что требует и кто что делает. Ой, здається, кількість людей ще пораділа трошки. Чекають, покуль до їх прийдуть, а штраф за тунеядно. Тому що 22 роки Білорусь живе при незаконному режимі. Сьогодні я пропоную отримати прем'єр-міністра Кобякова. Выступая Павел Северинец, так само закликая до отставки премьер-министра Андрея Кобякова. Люди голосуют за отставку. Мы вас не выбирали. Незаконных указов. Кто за? Пропоную выказать недоверие Лукашенко Александру Григорьевичу, потому что он ображает правовников. А так само выказывает недоверие Александру Лукашенко. Адрес Чернышевского 3. Мы избираем комитет рисования предпринимательства. Проблемы не вырашатся. Нам потребно навторивать тому, что систему может переворчить только солидарность. Дорогие собры, не готовы вы до солидарности? Так и нет. Не готовы спугаться до перемоги? Так и нет. Дорогие собры, запрошаю вас проявлять солидарность. Да усіх, хто побач з вами і затикається з беззаконням. Тому що есть Бог на свете, есть белорусский народ, и правда переможе. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь!
Потребный лозунг «Солидарность! Солидарность! Дорогие сябры, зараз я даю слово человеку, який 5 років незломно змагався з цим режимом у тюрмі. Він сидів у тюрмі за нас з вами, кандидату в президенти 2010 года, Николай Статкевич. Я вітаю вас, хлопців і ваших людей, які змагаються за свої прави. Ви направні люди, ви не видно, ви не раби. Дякую вам. Предпринимальників, так, ви змагаєтеся за своє, але ви змагаєтеся за всіх нас, не тільки тому, що ви даєте Максиму і самим багатим людям пристойно гранатне волосся. Ну все, вся міліція вже сошла, зараз її нема, нікому не замінають ні виступати, ні стоять з плакатами. Виступає Микола Статкевич, каже, що сьогодні предпринимальники виступають не тільки за себе, вони виступають за всіх нас. Там на вулицях собралося 10 чоловік. Роздають газету «Кермаш» сьогодні на акції. Ось так вона виглядає. З закликом прийти на акцію предпринимальників сьогоднішньої на білоруській мові газета. Ось. Абсолютно легальне місце збору. За Беларусь без холопа и хама. Новая растяжка. Тут такую вывесили. Это вот хлопцы, которые были по криминальной справе в граффитиста. Вячеслав Косинеров стоит с ёй. Сегодня лидеры оппозиции и предпринимальники родили примите этот подарок от нас, и это ваша справа користаться их семья. А нет, уместно знать, мы приведем, можем привести к обходу проблемы нашей страны. Там одного лапуху, и там одного пограбования, и гусанцы дадут и нас. Права не дают! Права берут! Права не дают! Права берут! Ни холопов! Ни пана! Ни пана! Ни холопов! Ни панов! Ни холопов! Ни панов! Ни холопов! Ни панов! Я убачив, що Ну, ось, ви бачите, що вся міліція зараз знаходиться під дахом в Палаці Республіки. Ніяк вони не активнічають. Бачать, що люди не дають виступовцю у кривду, не дають скласти на їх протоколи. Ну, а, напевно, ніякого іншого плану Б ні у кого не було. я прошу вернуться на дорогу у нашей борьбе за то, как быть громоответом безопасного Бога, попросить его, я говорю вас, и хотят превалиться на одну секунду присоединиться к рукам. Мы так покажем корпус,
Пропоную активиста социал-демократа из Борисова Абрамовича, некоторые удельники на колено одно, так сказать, встали и вот прыгнули крышечку, как показать, что с нами Бог на этой акции. Поставить подпись, вот тут находится среди вас люди, поставить свой подпись. И вот скированы в администрацию Александра Лукашенко и у Совет Министров. Коллективное обращение об отмене указа номер 222. Мы, граждане Республики Беларусь. Можно зрозуміти на этом стенде только одно слово – Лукашенко. Что про Лукашенко написано, ничего не ясно. Мы заявляем, что данный указ практически уничтожает индивидуальных предпринимателей, торгующих товарами, для которых введена обязательная сертификация. Индивидуальные предприниматели вынуждены прекратить свою деятельность, так как этот указ невыполним. Индивидуальные предприниматели ничего не просят у государства. На них не только не тратится ни один рубль, наоборот, они платят деньги в бюджет, налоги, пошлину, аренду. Если они прекратят свою деятельность, то вынуждены будут пойти на биржу труда, увеличив безработицу и социальную напряженность. Особо хотим Человек 150-200 зараз находятся на площади. Не так шмат. не только на предпринимателях, но и на других гражданах нашей страны, которые приобретали наши товары. Теперь их выбор будет ограничен магазинами, где цены в отсутствии конкуренции с нашими товарами автоматически вырастут. Это ударит по самым социально и экономически незащищенным слоям населения. 889 граждан поставили свою подпись. И 15 февраля эти подписи направлены в администрацию и Совет Министров. В соответствии с действующим законодательством они обязаны будут реагировать на это обращение. Если вы хотите присоединиться к этому обращению, пожалуйста, поставьте свои подписи. Уважаемые дорожители, у нас потрібні ми любую ініціативу звороти підтримувати. Як сказав Анатолій, коли 900 предпринимателей уже подписи в електронному вигляді на сходах предпринимателей підписали. Но это от 200 тысяч предпринимателей не так уж и шмат. Тому я являюсь закликом, как наши подписи, любые компании, регіональних лідерів, як лідерів предпринимательників Республіки Білорусь, як Ірина Яскевич з Віцебська. Усіх ці ініціативи ми повинні підтримувати і поширати. Бо справді це тяжко робити, а робити все-таки час приспів. І треба не боятися, треба робити солідарність, і треба робити смислові дії, які допоможуть нам боронити наше законное право на працу. Бачите, я не стільки комунальних служб почти на площадь, там люди прийшли. Давайте тоді скажемо, долучайся, 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 долучайся. Проблемы с головой. Приїхали снігоуборочні машини, зараз очищають площу від снігу. Цікаво, як вони тут будуть з людьми.
На екрані зараз показують Олександра Лукашенка невеликим на Кастричницькій площі. Але, здається, удільники не зауважають поки що этого. Ажно 6 снегоуборочних машин на площі. 6. Машина вже вельми близько від людей зараз знаходиться. І вони у великій ступені так само приглушають те, що кажуть виступовці. Вони вельми шумні, цієї машини, і їх шмат. Люди поки що особливо не здають свою територію, на якій знаходяться. Але є така погроза, що моцно снігом їх обсипе, навіть не снігом, а тут такої от жижі, снігу і води, можна сказати. Так, натовп уже розбивається. Ось бачите, що частка відходить, щоб машини змогли нормально очистити площу. Все ж таки свого частково добиваються. Ну, ось уже побито якби натовп на дві такі частки. Здається, що на даний момент якби увагу людей більше притягують якраз ця машина. О, там, здається, стали кілька хлопців, які не пускають машини далі їхати. Ну так, ось машини все стали, і хлопці їх не пускають далі. Это ваш прибыток. Это ее двойное законное оправдание. И это треба смеяться. Я кажу маленькие обеды, это переводчик. А заправды, коллеги, это маленькие обеды. А потом это уже скали. Ну ось, бачите, це удільники акції стали, не пускають снегоуборочні машини. І вони стоять. Братан,
Частка прадпрымальнікаў заклікае, каб все ж таки расчысцілі плошчу, каб не заміналі гэтым машынам, але ну наўрад ці тут ужо будзе нешта. Наш корэспандэнт зараз паразмаўляў з адным з кіроўцаў снегуборачнай машыны. Кіроўца сказаў, што загад дало начальства ехаць сюды зараз, што это не асабістая іхная натуральная ініцыятыва. Зноў, дарэчы, як мінулы раз закрытыя шапікі з чаем, з кавай. Спрабуем запісаць кагосьці з кіроўцаў. Не, вот трэця кіроўцу спрабуем запісаць, ніхто не хоча, усе адмаўляюцца. Хацелі спытацца, што яны думаюць таксама пра сённяшнюю акцыю. І вось хлопцы там таксама разбегліся, калі ўбачылі камеру. А, все-таки пропустили, дали дорогу, дали магчымасць расчышчаць далей. На плошчы па-ранейшаму чалавек 200 знаходзіцца, не болей. Ну, то насамрэч, тут нават лепш этим удзельнікам акцыі, што плошчу пачысцяць, што ў іх пад нагамі не будзе вось этой ўсёй слоты, гэтага мокрага снегу. Ну, там нічого тут, напэўна, кепскага няма. Здаецца, мітынг часова прыпынены, пакуль тут не ачысцяць, ніхто не выступае.
Пошли, может быть. Добрый день, можно кого-нибудь записать? Можно записать? Наша Нива. Что? Наша Нива. Наша Нива? А, наша. Ну, я не совсем предприниматель. А кто может предприниматель? Я продавец, который потеряла работу благодаря тому, что ушел предприниматель. Сейчас я осталась с очень маленькой пенсией, хотя ставить штампик, что я ветеран труда, пенсия меньше 2 миллионов. На работу невозможно, поэтому страдают не только предприниматели и их семьи, страдают еще и те, кого они нанимали на работу. Вот, в принципе. Я отсюда, из Минска. Да. Ну тут в Минску люди скаржатся, что в Минску вельми мало людей. Есть из Минска, ну просто маловато нас еще. Рынки просутся не в основном. Не все. Не все, да? Не все, и эти, которые работают, тоже работают иногда на птичьих правах под свой страх и риск. И не понимают. А вы долго, соответственно, pracoвали на этой профессии? Ну, да, в общем, я профессиональный продавец, поэтому я всегда работала, а сейчас уже работы нет ни для кого. Вот, поэтому вот страдаем тоже. Решили поддержать. Ясно. Олесь Макаев знову закликає стояти як можна далі, як можна більше. На Гастрищенской площади призначен 28 лютого, это неделя. Макаев закликає наступну акцію проводити у неділю, а не у понеділок, на 15 годин. Чтобы митинг Гастрищенской площади отбылся наступный третий, 28 лютого о 15 годині. Люди ось голосують зараз, ці проводять в цей час акцію. Добре, эту дату вы приняли, к эту дату будут следовать предпринимальники Беларуси. Поллады учора, стекались, я глядел в телебачении, не гляжу, стараюсь, обочим часом. Что предпринимальники нам вот сидят на галерке и задают боронить свои правы. Ну, нам вас признали, что эта хлопня по 95% рынков працует. Подавыцка, это керовник дел радиокомпании, идет, нибудь вернул на больш важные темы, коли ему запытали прав предпринимальников. По кризису Сирии для Беларуси значно более интересно іншое. Людей застається немного, здається, увага їхня така вже трошки розсіяна. Десяткам тисячам предпринимателей. Так, ось люди вже починають заходити, бачите, це з акції. От 200 кассовых величин до 500 с конфискацией имущества и товаров. Это что такое? Улыбка. Давайте потребуем отставки этого быстрого белоруса. Яшчэ патрабуюць адстаўкі Геннадзя Давыцкі, далучыліся да патрабавання адстаўкі Кабякова, Зіноўскага, цяпер яшчэ і Давыцкага. Можно записать? После недели это Знаете, мы не умеем красиво. Да ну ничего, нормально, як умеете. Откуда вы? Скажи, а что Блокова? Все поменялось трошки, извините. Спасибо, мне все достаточно. Ну, я не умею, я не стесняюсь. И куда вы нас потом поместите? Дайте, просто красиво. Да нет, хочу работать, хочу жить, работать, нету возможности, хочу кормить свою семью. Вот, поэтому ситуация такая, что большая часть нас не торгует, хотя говорят, что это. Которые торгуют, то документы только подходи налоговые и можно конфисковывать товар. Короче, все равно документы у них левые.
Почему их не проверяют, конечно, тоже не понимаю. Так а ви вірите, що ніяк може вирішити цю проблему? Слабо. Слабо, да? Честно говоря, надежды такие теряются с каждым днем. Возможно, будущее в России, торговля наша, не знаем как. Никто не Нет, не переезжать, а работать, возможно, придется работать по 3 дня в России, если ничего не получится, да, что делать? Жить надо. А що там работать? Мы еще ничего не думали, пока у нас... Думаем вот так, да. Вот. Ну вот все. Да. Сегодня вешает турнир. И нам не треба бояться, боронить свои права. Мы уже воевали право на мирные сходы предпринимателей. Как звертались до народа Беларуси. На жаль, и на всех предприятиях Беларуси ведают, что отбылся митинг. Мало людей. Звертаться до підтримки нам всего белорусского громадства. И не бояться звертаться до всіх предпринимателів, які проявили солідарність. Бо на этой площади нас повинна бути коаліція. Значно, сьогодні. Так это буде виступити. Ніколи не треба боятися. Все проходят сходы, поверните ваши лидеры. Не бойтесь брать автоправление, полетел схода. Все активные наши предприниматели. Горбатые опушные кропки. Полной ядерной ровности, оборонцами на дальней. Тоталитарные краины завсёды идут вперед за ними. Развитие первым дыханием своих нету. Видите, дается заполох в которые снизу золотейшие. Проблемы на своей комнате. Беларуси на кожном году в центре родиться некую, может, продуктовую передачу. Вот что люди пишут на этом стенде. Люстрации смены власти, незаконной власти, Ермошин, Мясникович, Прокопович, Ананич и других, которые удерживают власть против законов Республики Беларусь. Нарушают законы не только РБ, но и Всевышнего. Славомир Адамович, вот частує людей горбатий поэт. Предпринимальники протягивали страйк, все сплаты, аресты. Я с 93-го года Владимир Славомир, ви горбатий сьогодні частується предпринимальником? Так. Ну, так. Чому ви сьогодні прийшли на акцію? Ну, якби в неким сенсі я сам предпринимальник, тому що, от, на жаль, приходиться своїми силами не тільки писати, але ще і друкувати, і розповсюджувати, тому, ну, об'єктивно я так само предпринимальник. Ну, так, Мариногорський, чайок, горбата докладній. Вот набрали кредитов яны, набрали и хочет брать еще, отдавать у парубках будет увесь народ Беларуси, працуючи на вас за 2,5 миллиона рублей, яких у Минску сегодня не на вас на эту працу, усунет черги людей. И люди не здольны сегодня, не то, что там снять квартиру, поесть чего-то. У людей починаються справді тяжкі стан. Я просто випадок, тут присутній йому Зябор. Він принес
хлебозавода «Цветок». Человек высохнул буханку батона. Маленький хлеб или якита. Якита стоит 2500 рублей. Он працует грузчиком на заводе. Идет заробок отримує 2,5 миллиона рублей. Натурально эти гроши не копаешь, чтобы здоровому хлопцу поесть. Холоду. И он взял этот батон, проколанный батон. Вот там идет отбраковка на вытяжке. И ел. На проходной спынили погульчика еще милиции, и он там Амаль их это где хлеб съел. А штраф уклали. Амаль там, Леня, подскажи, який помер штрафа. 1 800 000 рублей на буханку проколанного хлеба голодному человеку. Это что такое? Человек просто сказал, всяку что не расстреляли, ну и буду платить. Вы что робите? Дорогие мои, вот, может мегафон у меня голос срывать, то помогите мне разбавлять можно и так проблему. Варто адзначыць, што сёння ўвогуле не так шмат выступала прадпрымальнікаў. У асноўным з мегафонам сёння былі палітычныя актывісты, Севярынец, Лябедзька, Статкевіч выступаў, і вось прадпрымальнік быў Алесь Макаев. Здаецца, болей прадпрымальнікаў сёння ніхто не выступалі. Материалы дела об административном правонарушении в отношении Дрозда Сергея Владимировича, 32 года рождения, инвестиционный номер такой-то, уроженца города Минска, гражданина Республики Беларусь, работающий грузчиком хлебозавода номер 5, проживающего по адресу Автомобиль и так далее. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 1035 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Далее КОАП постановил Дрозд Сергей Владимирович 13.11.15 года в 20 часов по улице Калиновского, 4 в городе Минске совершил мелкое хищение имущества юридического лица путем кражи, а именно на территории хлебозавода номер 5, спрятал в сумку одну булку хлеба майский весом 0,9 килограмма стоимостью 10 600 белорусских рублей и пытался выйти с территории хлебозавода при проведении досмотровых мероприятий на КПП. Был задержан сотрудниками Первомайского ОДО МВД Республики Беларусь. Всех доказательств дела, рассмотрение дела об административном правонарушении. Виновность лица, в отношении которого ведется процесс, подтверждается протоколом о правонарушении административного. Протоколом опроса лица, в отношении которого ведется процесс, свидетелями других материалов дела. Признание лицом, в отношении которого ведется административный процесс, своей вины не является вынужденным, не оспаривается, не вызывает сомнений. Приведенные доказательства добыты в установленном законном порядке и из предусмотренных им источников, не опровергнуты другими доказательствами и подтверждает виновность Дрозда в совершении правонарушения, предусмотренного артикулом. Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, является признание вины. Обстоятельства, смягчающих административную ответственность, нет. Орган, ведущий административный процесс, не усматривает. Предназначение административного взыскание орган, ведущий административный процесс, учитывает характер, степень общественной опасности содеянного. Добрый день, господа Микола. Можно вас записать? Можна. Як вам сьогоднішня акція? Які враження? Безумовно, эмоции за надворницы из-за того, что люди губляют надею, колькость на акция меньше. Ось, яна страчвае
пэўнай ступені пазітыўную дынаміку гэтай акцыі і гэта можна сведчыць пра тое, што людзі страчваюць таксама веру, што не здольны вырашыць свае праблемы, на жаль. Неяк вы вельмі песімістычны сёння. Не, просто гэта рэальнасць. Бачу, што калі людзі паглядзелі першая акцыя, яна прайшла нармальна, без протаколаў, без нічога, і на наступную прыходзіць людзей менш, то гэта сапраўды падставы для пэўнага песімізму. Сёння ўразіла, як людзі ад міліцыі адбіваліся, конечно. Так, гэта прадпрымальнікі, яны цэняць грошы, тут і штрафу адбілі. Гэта сведчыць пра пэўную і рашучасць тых, хто прыйшоў. Але магчыма, што наступная акцыя, якая адбудзецца ў нядзелю, яна будзе большай, таму што там здолеюць далучыцца іншыя людзі, бо шмат хто незадаволены ростам коштаў на ЖКХ, увогуле ростам коштаў, забаронай на ўвоз і на трыманне пасылак за рэчамі. Мажліва, тут будзе, скажем так, пэўная станоўчая дынаміка, але магчыма толькі. А як вы ставіцесь до того, што дзяржаўныя СМІ крытыкуюць палітыку, апазіцыю, што яны далучаюцца да гэтых акцый? Это ж іх праца, яны ж павінны захапленне для того. Але адбываецца галоўнае тое, што па сутнасці Беларусь вяртаецца як звычайная справа, публічны вулічны пратэст. Улада сама стварыла такую сітуацыю, яна прапанавала такое заканадаўства і практыку, што она не дазваляе нічога, ніякіх праяў вулічнай актыўнасці. Яна тут наступила на граблі, таму што людзі пачалі гэта права забіраць без всякай санкцыі. Безумоўна, тут станоўчую ролю адыгралі восеньскія акцыі апазіцыі падчас выбараў і пасля, але потым гэту практыку засвоілі сацыяльныя групы і сацыяльны пратэст. Сёння не так, як хацелася, безумоўна, але тым не менш адбылася яшчэ адна падзея. Сёння была новая пляцоўка засвоена для пратэсту. Упершыню за 20 з нечым год знаходжання Лукашэнкі ва ўладзе сёння была праведзена акцыя каля адміністрацыі прэзідэнта. Хай 10 чалавек, прычым на пачатку там было толькі 4 лідары апазіцыі. І толькі потым подтянулося некалькі прадпрымальнікаў і проста така вось грамадзянаў, хай 10 чалавек. Але гэтая пляцоўка сёння была засвоена і паказана, як трэба праводзіць акцыі каля адміністрацыі прэзідэнта, не рызыкуючы нават нарвацца на протакол. Вось гэта сапраўды падарунак з боку тых лідараў апазіцыі, якія там былі сацыяльным розным групам. Калі ласка, у каго хапае мужнасці, карыстайцеся. Так што, не гледзячы на пэўныя, магчыма, песімістычныя ноткі зараз, грамадства вяртае сабе права публічна казаць пра свае праблемы, публічна пратэставаць супрацьдзеяння ўлады. І гэта самае галоўнае, і тут, безумоўна, у мяне вялікі аптымізм. Усё гэта дазваляе добра падрыхтавацца да веснавых акцый, у том ліку традыцыйных апазіцый, найперш до 25 сакавіка. Ясно. Добра, дзякую вам. Дзякую. Нічого зараз не адбываецца, людзі ўжо перасталі выступаць з мегафонам, ну а апошнім часам это было такое соло Олеся Макаева. Ну і не так много людзей застаецца, што ўжо ўсе разыходзяцца паціху, дождж робіць сваю справу. Народ, ми бачимо частки людей,
Я сторонник популярности. Сколько нам сегодня ночью как бы машина популярна. Давайте поставим питання на голосування. Перша пропанова застаємося. Хто за? Другое питання. Ідзе голосування розходяться, ці заставатися на площі. Я просто голосом не поспеваю, хочу, чтобы голос берегу. И вельми тяжко одному все выдавать. И прости ее питание, там можем на другую, на иншую площадь простить. Идти до администрации. В это питание. Митинг протягиваем, но в цене. Макаєв прийняв рішення протягувати мітинг, здається. Мало. Знаете, я просто не чую, мама. В неделю нас опять свистают, но это не самое длинное, что может быть с предпринимальником. Бо це правди вельми тяжко. Уйдет кому что казать еще про проблемы предпринимальников Республики Беларусь. Я еще раз звертаюсь. Покуль еще кто є з регіону, хто поспіває ще поїхати, подивитися до мене, нам треба контакти більш сильні, порозмовляти, може, це гарбату попити. У кого буде эта максимость, я прошу, коли митинг буде скончен, остаться, подвести, порозмовляти, бо проблем це правди шмат. Знову під'їхала снегоуборочна техніка. Ну, це і люди, ось, супрацовники жильово-комунальних структур. Управління центру очищають ось від снігу. Ну, а? Що ти не дали? Чого пособираєте? Жінчина ось каже, що позбиралися, працювали б ліпше. О. Парасоны, кому-то колоты, гарбату, состояние значно более. Шпранов! Шпранов! Телефон выбери. А ну отвали! А ну отвали ее! Я не убил! Уйди! Уйди отсюда! Не трогай! Иди! Ударил ее, взял. Это был Штуршок, журналистки «Свободы». Телефон. Провоцируйте, не надо. Був Штуршок, журналістки, здається, Ради Свободи випав телефон, і ось це стало причиною такої ось заварушки легкої. Разбили телефон на iPhone. Да, розбили телефон. Ну, сейчас трясят. Катерина, что штурмнули? На режим работают. Провокация. Юля,
на меня проебались, это не я. Утром надо было убирать, Вы проебались на меня. Вот, запустите все. Зачем разбили телефон? Собирайся, нам работать мешает. Сам. Я не подходил. Рабы. Конечно, да. Да. Трансляция протягивается, не глядячи на все, не глядячи на то, что телефон разбился. Да, зараз ідуть висвітлення, хто ж все-таки розбив телефон для журналістів «Свободи». Комунальщики вельми жорстко реагують на все спроби їх зняти, нечто таке. Протягивается освітлення, хто все ж таки розбив телефон. Кожен кричить, що ні, це не я, це не я. Мы сегодня находились с вами на Кастрычинской площади, где отбывался другі з мітингу у прадпрымальнікаў. На гэты раз людей вышло не настолькі шмат, як мінулы панядзелак. Як мінулы панядзелак было каля 400-500 чалавек. Наступную акцию прадпрымальнікі запланавалі на нядзелю 28 лютага о 15 гадзіне, таксама на Кастрычніцкай плошчы. Сёння былі тут людзі шмат з рэгіёнаў, з Барысава, з Глыбока, з Гродна. Мы размаўлялі з гэтымі людзьмі. Шмат выступалі менавіта палітыкі. Фішкай сённяшняй акцыі стало выступленне снегоўборачнай тэхнікі, которая фактычна разогнала акцию у рэшце-рэшт. Вот вы бачыце, што зноў яны тут знаходзяцца. Людзі сёння патрабавалі адстаўкі кіраўніка ўрада Андрэя Кабякова, а таксама міністру эканомікі Владзіміра Зіноўскага і міністра